Степень киногеничности южной столицы Казахстана не подвергается сомнению уже 80 лет. Именно столько времени прошло с момента эвакуации в тогдашнюю Алма-Ату всей отрасли важнейшего из искусств. Следовательно, лучшие советские фильмы военного периода своим успехом отчасти обязаны атмосфере и антуражу этого города. А казахстанский кинематограф, в свою очередь, начинался, наследуя концентрированный опыт предшественников. Даже главная на тот момент пешеходная аллея, ныне улица Кабанбай-Батыра, средоточие интеллектуальной элиты, по завезенному представлению о прекрасном называлась Бродвеем. На перекрестке Брода и улицы Тулебаева свою историю обрывает Мора, главный герой культовой и без преувеличения легендарной «Иглы». Белый снег, серый лед на растрескавшейся земле, одеялом лоскутным на ней. В принципе, тут за 30 лет ничего не изменилось, кроме памятника и плитки. Рашид Нугманов – выпускник Политехнического университета по специальности архитектура и ученик мастерской Сергея Соловьева во ВГИКе. Автор и режиссер непревзойденного по популярности казахстанского блокбастера. Я архитектор по первому образованию. Я поступил в архитектурный сразу после школы. Ну, а как вы понимаете, что первое образование, оно навсегда, на всю жизнь. Оно закладывает основы такой профессионального взгляда на все, чем бы ты ни занимался. Ты от этого никуда не денешься, оно в подкорку входит в тебя. Я потом и сам заметил, что когда снимал фильмы, в определенный момент я как будто их конструирую как архитектор. Потому что кино – это драматургическое произведение, состоящее из блоков практически, драматургических блоков, которые развиваются по времени. Как будто предчувствуя нетленный статус «Иглы», Рашид Мусаевич тщательно отсеивал из кадра приметы конкретного времени. И сегодня многочисленные фанаты творчества Виктора Цоя, по совместительству исполнителя главной роли и актера года 88 по версии опроса газеты «Советский экран», не спотыкаются взглядом о потерявшей актуальность плакаты и вывески. Съемной группе шедевра наверняка стоило недюжинных усилий выполнение этой задачи. Сделать универсальный город, на который можно было смотреть и 30 лет спустя, как мы сейчас смотрим, и видеть то, что составляет его суть, а не нечто наносное. Ларьки, буквы там и так далее. Передать его объем, его пространство, его жизнь, такое дыхание. Вот. И поэтому мы и точки такие выбирали, вот, чтобы передать вот этот вот особый взгляд на этот город, такую немножко атмосферу, может быть, даже подсознательно для зрителя, создать погружение в такой какой-то необычный город. Взгляд сквозь время помог точно выбрать и локацию для возмездия над отрицательным персонажем в исполнении другого культового рокера Петра Мамонова. Преуспевающий наркодилер, сообразно объему нетрудовых доходов, коротал свои последние минуты в самом респектабельном банном комплексе страны. Строительство не по статусу роскошного здания Оросана обошлось бюджету Казахской ССР в немыслимые 17 миллионов рублей. Для сравнения, средний ежемесячный оклад специалиста с высшим образованием в 1977, когда начали возводить гипермасштабный объект, 120 рублей. 140-тысячная часть от стоимости постройки. Вот давай рассмотрим здание Оросана, например. Смотри, в детстве, я помню, когда гулял в парке через Кунаева, всегда издалека поражало это здание. Адильжан Псяев закончил магистратуру КазГАСа в 2009 году. Автор зданий и фонтанов в Алматы. Глубоко интересуется историей архитектуры и краеведением родного города. То есть оно было таким скромным, но каким-то мне казалось огромным дворцом. То есть купола, то, что фасад такой очень аскетичный. Это ретро-футуризм. Мне вот его форма, все эти вот закругления, вот эти арочки, знаешь, вот именно напоминает космический корабль. Давид Каминский – архитектор-урбанист, студент КазНТУ имени Сатпаева, исследователь городской архитектуры и популяризатор советского модернизма.
То есть это вот такой футуризм, но такой восточный, орнаментальный футуризм. Ну и достаточно скромно, я бы сказал. Ну, аскетичный, но внутри, по-моему, он богаче. Ну давай посмотрим, что там. Актуальность строительства определялась статистически. По советским нормам на 1000 жителей требовалось 3 помывочных места, но наличествовало только чуть больше 1,5. А вот масштаб и пафос у решения этой проблемы – часть извечной гонки с соседним Ташкентом. Там свой выдающийся банный комплекс в 1977 уже открыли. Отчасти отставание сыграло на пользу Орасану. Было время аккумулировать мировой опыт организации общественных купалин и прославленных парных. Командировки авторской сборной простирались через всю социалистическую часть планеты. От знаменитых Сандунов в Москве до всемирно почитаемого Геллерта в Будапеште. Не хватает только персонажа Мамонова. Авторы, архитекторы этого здания, комплекса подошли очень капитально к проектированию. То есть они изучали всю литературу, доступную на тот момент. Ходили в библиотеку Академии наук даже. Читали, изучали и в итоге... Ну да, получилось уникально. Ну, тогда нормативов-то толком не было, и пришлось из опыта собирать вот уникальное, потрясающее сооружение. А результат какой? Результат восхитительный. Среди разнообразных прототипов и предшествующих сооружений главенствующим в плане наследия стало устройство средневековой бани, сохранившейся в казахстанском Туркестане. В особенности использование естественного света, пробивающегося сквозь отверстия в куполах и потолке. Впрочем, и в решениях интерьера здесь громадное количество заметных переработанных отсылок и невиданных доселе инноваций. Обратите внимание на детали. Полукруглые ступени, фактура стен, фактура потолков. Какая-то вещь непонятная на потолке. Нечто экспериментальное, скульптура. Знаешь, она напоминает водопад, словно капли воды связаны между собой и обрушивающиеся вниз. Есть такой эффект, но получилось очень концептуально, я бы сказал. Просторное, огромное фойе. Эффект ретро-футуризма, больших пространств. Ну, знаешь, мне оно напоминает вот этими круглыми колодцами библиотеку Альвара Алта в Выборге. Прям Согласен, один в один. согласен. При таком нарочитом пафосе сооружения конструкторские решения здесь сугубо функциональные. Даже громадные купола, визитная карточка Орасана, вовсе не про Восток или религию. Они способствуют стеканию с потолка конденсата пара. Из века 21-го особенное удовольствие оценивать эстетические стандарты века 20-го. Чего уж там, большую часть материалов, использованных в отделке разнообразных интерьеров банного гиганта, сейчас не найти. Ты обрати внимание, какое здесь буйство красок, что на полах, вот смотри, белый мрамор, на стенах какая фактурная феерия. То есть натуральные материалы, это великолепно. Смотри, даже потолок как отделан. То есть сверху основной паттерн такой геометрический, прям как в главном зале Академии наук, а в середине в нише вот огромные люстры, как простой алюминий и стекло в ней начинают играть и превращаются в сказку. Вот эти полусферы, как капли влаги, этот орнамент внутри листов стекла. Но еще хочу дополнить, смотри, тут даже целый ансамбль. Там люстра, здесь, на центральном входе. Да, То есть это... Они решены как цельная большая композиция. Согласен, да. Смотрится, кстати, очень аутентично. И как оно сохранилось почти в первозданном состоянии. И цветовое решение, отметь, что они полностью все гармонируют с стенами, с полами. Все это значительное хозяйство площадью более 21,5 тысячи квадратных метров требует особой заботы и находится в состоянии перманентной реставрации. Штат сотрудников в 300 специалистов может обслуживать потребности более 500 клиентов. Судя по всему, посетители остаются довольны. Известные мировые сайты путешествий, основываясь на отзывах туристов, дают бане 4,5 звезды из 5 возможных, чем привлекают любителей попариться со всей планеты.
На сайте TripAdvisor были отличные рекомендации, и это место соответствует таким высоким ожиданиям. Я была в турецких ваннах, какое-то время жила в Японии и была в бане там, но никогда не видела столь разных опций в одном месте. Ресторан, бар, спа, плавательный бассейн, медицинские услуги и много другого. Все это потрясающе, гораздо больше, чем мы могли ожидать. Восхищение вполне обосновано. Не случайно Орасан и по сей день самый большой банно-оздоровительный комплекс на территории стран бывшего СССР. Отличное место, чтобы снять эпизод для одной из лучших кинолент Союза на самом излете его существования и передать эстафету новому независимому кино. В том числе и фильму «Фара» Абая Карпыкова. «Фару» снимал мой сокурсник Абай Карпыков, с которым мы вместе поступили в ВГИК, в одну и ту же мастерскую Соловьева. И плечо к плечу, там, не знаю, несколько лет отработали там на площадке ВГИКа. Вот, и, разумеется, мы напитались как-то друг от друга какими-то приемами режиссерскими, взглядами, общностью какой-то эстетики, что ли, стиля. Всю эту творческую поросль потом окрестили новой волной казахстанского кино. Выделить свою картину из общего ряда Абаю Карпыкову в немалой степени помогла архитектура. Комплекс «Три богатыря», где живет главный герой и его нежданная невеста, и сейчас отличается своей уникальностью. Что уж говорить о 90-х, когда только затевались съемки. В то время, когда он появился и стоял, этот комплекс, он олицетворял с собой, наверное, что-то новое в Алмате. Совершенно новая эстетика, потому что до этого Алма-Ата была такая, более колониальный стиль. И вдруг появляется 12-этажка и с таким совершенно иным внешним видом, такой очень технологичный по тем временам, воспринималось как такой авангард даже в определенном смысле для нас. Попробуем существенно развить эту мысль. Концепция наступающего коммунизма потребовала типовое строительство. Вроде как, если и не очень комфортно, зато в одинаковой степени для всех и каждого. При этом мало кто задумывался, что южным частям страны требуется больше тени, а конкретно Алма-Ате особенные нормативы по сейсмостойкости. Последний аспект обычно решался малоэтажностью. До конца 60-х верхом инженерной мысли были четырехэтажные строения. Оттого планка в 12 этажей воспринималась как заявка на настоящий небоскреб. Угрозу разрушения от стихии должны были нивелировать балки, соединяющие 3 корпуса между собой. В момент съемок мы застали начальный этап реставрации. Главное, чтобы это не помешало нашим экспертам разглядеть самую суть этого оригинального строения. Я помню первоначальный облик в книжке «Советский Казахстан», по-моему, 71 год, что ли. Зима, синее небо, белый снег, белые здания. Впечатление, как будто бы это здание парило в воздухе. Я помню, когда я в первый раз его увидел, я просто напугался, потому что это такое просто вертикальное гетто. Или махаля, или фавела. Но первоначально оно было не таким. Вот смотри, тут террасы, вот эти все наклонные парапетные стенки. Это же ведь все впервые для Алматы было. Скептицизм фанатов модернизма объясняется довольно просто. Перекрытие между корпусами планировалось гордо оставить открытыми, но человеческий фактор приспособил и преобразовал эти пустоты всяческим скарбом, вопреки эстетической составляющей. Странные коллеги нашли и плотность застройки квартала, продолженную соседними домами. Ну, смотри, мы подходим к концу террасы, и что мы видим? Что видим? В балкон соседнего дома, 2-го этажа. Здесь вообще, да, проходящими мы стали настолько, что он закрылся металлом. Причем, ладно, это сейчас он закрыт металлом. В советское время он был открыт, и люди друг другу приветы передавали. Как если бы в степи был жуткий дефицит площадей для застройки жилых кварталов. Такое отношение плохо сочетается с очевидной уникальностью 3 богатырей.
Части архитектурного замысла сдавались в угоду интересам собственников коммерческих обитателей Стилобата постепенно. К примеру, планировалось, что в эксплуатации будут террасы на 3 уровнях. Сейчас к верхней из них доступ перекрыт даже для жителей дома. Надо помнить о том, что это большой градостроительный ансамбль, который постепенно обогащался же. Ну, обогащался, но, понимаешь, весь этот модернизм, он все-таки довольно искусный, и сейчас все это развалилось, как-то переварилось, оно стало другим. Но оно живет своей жизнью. Смотри, постепенно в 90-е годы здесь поставили памятник Джамбулу, перестроили фонтаны. И он меняется, да, весь ансамбль глобально, потому что даже вот когда в нулевые появилась эта вот новостройка огромная, которая практически тех же размеров, что «Три богатыря», хотя они большой главный градостроительный акцент, а это просто маленькая обычная новостройка. Будем надеяться, что реконструкция даст новую жизнь. Ну, этому посмотрим, зданию. посмотрим, что у них получится. Разделяя оптимизм экспертов, мы переходим от архитектуры, удачно вписавшейся в творческие замыслы режиссеров, к строениям, специально созданным, чтобы блистать в кино. Идеальное воплощение такого замысла – инфраструктура, доставшаяся Новой Зеландии после съемок «Властелина колец». Питер Джексон так проторил дорогу многим производителям кино к себе на родину. И теперь на этих неблизких островах ежегодно снимаются десятки высокобюджетных картин. После реализации эпического фильма «Кочевник» в 2004 году эффектную экстерьерную площадку получила и Алматинская область. Эта локация, она удобна для съемок любой картины. Да? И как реалистичной, например, «Кочевник», да? Так и какой-то фэнтези, как снимал Тимур Бекмамбетов. Можно одно и то же здание, одну и ту же локацию снять десятками, если не сотнями разных способов. Правда, чтобы удостовериться в словах именитого режиссера, нам предстояло преодолеть около 100 километров по направлению к живописному побережью реки Или. Если вы давно вынашиваете замыслы производства исторического блокбастера, обязательно уточните график занятости города Кочевников. Каждый новый видеоряд отсюда увеличивает количество последователей в геометрической прогрессии. Последний на сегодня импульс – видеоклип «Медина» режиссера Айсултана Сиитова для известного казахстанского исполнителя Джа Халеба. Сам женюсь скоро. Поэтому решили снять такое видео. Получается, love story. Чувствуется вот этот дух, вот этот казахский какой-то степной вот патриотизм. Съемок у нас, в принципе, много. Заранее желательно у нас вот записываются, там созваниваются с нами, заключают договора за месяца 3, потому что очень много кто хочет снять love story свои, кто хочет снять какой-то клип, какой-то ролик для себя, для каких-то своих целей. Также для фильмов какие-то съемки идут. И вот сейчас в данный момент готовим большой проект именно с российскими кинематографами, с российской компанией. Отправной точкой к возведению 600-метровой локации послужили исследования внутреннего устройства древнего городища Туркестан. Разумеется, все воспроизведено в концентрированном виде, но детали экстерьера старались перенести с должной тщательностью. Мне кажется, знаешь, помимо архитектуры, здесь еще уникальный ландшафт природный. То есть вот эти ворота, все входные группы, они очень так вписываются во все Не это. знаю, меня больше заботит архитектура, вот как она пытается фантазировать, копировать эту старую архитектуру. Например, вот это вот, не знаю, это мечеть, райком, что это? Оно похоже на мечеть в Бухаре или в Хиве. Вот прям вылито все на это аркада, эти колонны мои любимые. Ну да, тут такой восточный флер есть, очень сильный причем. Именно что-то такое на грани Узбекистана, Южного Казахстана, вот именно. Да, но это эклектика очень сильная. То есть... Ну да, тут есть элементы эклектики, когда смешение идет стилей.
Действительно, слева – средневековые покои, справа – остов разбитого Мерседеса. Причина такой эклектики самая, что ни на есть практическая. Локация расширяет диапазон воспроизводимых эпох и географических точек. Так, события кочевников еще в оригинале Есенберлина вполне конкретно датированы XVIII веком, а пролог к дневному дозору Бекмамбетова – вымышленный эпизод истории Тамерлана в финале XIV. Новые сюжеты будут отсылать к другим временным отрезкам и подражать другим, иногда и вовсе вымышленным местам. Мы строим уже локации, которые подходят к нашему времени. То есть если кочевники – это XVIII век, то в данный момент мы делаем так, чтобы можно было снять именно вот наше время. Есть у нас локации, которые Афганистан, то есть это 80-е годы. На такой маленькой территории уместили все функциональные зоны средневекового города. Рыночная площадь, мастерские, там культовые сооружения, жилые кварталы, ворота, стены. То есть практически представлено все наполнение средневекового города, мне кажется. Да, средневековый город в миниатюре, притом они старались отразить визуально назначение зданий. То есть мечеть похожа на мечеть, дворец на дворец. И причем это вплоть до деталей все воспроизведено. Обрати внимание, соломенные крыши, оконные проемы, глинобитные стены. То есть характер передан, и надо сказать, что очень хорошо. А если еще представить то, что здесь люди в средневековых одеждах, животные в загонах, то, мне кажется, получится очень аутентично. Со стафажем смотрелось бы фантастически. Да, есть такое ощущение. По преимуществу использовали и аутентичные прошлому материалы. По счастью, глина, солома и дерево век от века не меняются, хотя и требуют более обстоятельного ухода, чтобы сохранять задумку декоратора. Впрочем, и здесь у художников-постановщиков есть маленькие хитрости. Вот смотри, давай обратим внимание на керамическую плитку. В принципе, достаточно аутентично передали мозаику. Смотрится она аутентично, и узор воспроизвели прям как положено, геометрически красивый, да. Согласен. Смотри, у нас вот еще двери, портальные, большие двери. Нет, двери просто роскошные, под старину, такие почерневшие, вот эта обивка под металл. Да, состарившиеся. Так, а вот это камень. Портал. Нет, не камень. Пенопласт и... Пенопласт? И монтажная пена. Слушай, и вправду пенопласт. Но смотрится издалека, я бы тебе не сказал, что... Гений декоратора. Впрочем, зритель никогда не заметит подмены, а подправить узор на мастеровито выпиленном куске пенопласта в разы дешевле и проще, чем мучиться с настоящими камнями. Пожалуй, в этом аспекте бутафорская архитектура уходит на значительную дистанцию от настоящей, а мы пока посмотрим на весь городок с максимально высокой точки фронтального строения. Это немногим меньше 17 метров. Обрати внимание, что самые эффектные виды – это наверху. То есть вот смотри, мы видим крыши домов, реку, горы, причем с обоих сторон. И в то же время и степь еще у нас. Сверху все всегда красиво смотрится, но при этом город органично вписывается в этот ландшафт. Согласен, согласен. И обрати внимание на цвета. То есть мы видим такие достаточно монохромные цвета вот именно в это время года. Ну что, пойдем поднимемся, посмотрим, что там на самом верху стены у нас. Давай глянем. Вау! Да, Просто вау! самые эффектные кадры и виды получаются у нас. Ну и смотри, отсюда видно, вот как город состоит из нескольких разных частей. То есть вот главная площадь, какой-то вот Рабат, торговые районы. Прям Ну, вот в принципе, да, декорациям есть куда расширяться, мне кажется. вокруг целая степь. Средневековому городу есть куда расти. Ну да, согласен. Впрочем, как и всему казахстанскому кинематографу. От города кочевников до изгибов реки на фоне или вершины самого далекого холма несколько километров. А невероятных по красоте ландшафтов в одном только заповеднике Алтын-Емель 520 тысяч гектаров. А сколько еще киногеничных зданий, которые мы пока не видели с большого экрана? По всей стране десятки, если не сотни удивительных объектов. Снимать, не переснимать. О будущем кино по мере сил печется и Рашид Нугманов. В частности, он был одним из инициаторов вышедшего в этом году специализированного закона в помощь творцам киноиндустрии. Хотя дело тут даже не в законах. Даже если никакого закона кино не будет,
Вот. И если не будет даже государственных средств на съемки, я уверен, кинематографисты, а их у нас много в Казахстане, все равно будут снимать, я не знаю, на фотоаппарат, на то, что есть под рукой. Потому что кино – это средство самовыражения. Это такое же, как, я не знаю, живопись, да, музыка, литература. Ты никуда не денешься. Вот. И если у тебя попал вот этот вот вирус кино вот, тебе в кровь, да, ты уже все, ты не избавишься. По своему опыту могу об этом сказать. Хотя ты пытаешься разными делами заниматься, ты все равно об этом думаешь постоянно. И рано или поздно осуществляешь, иначе места себе не находишь.